Привлечение инвестиций в горнодобывающую отрасль обсудили президент с директором Госагентства по геологии и минеральным ресурсам. Премьер-министр Тимир Сариев поручил Министерству труда провести информационную кампанию о правилах перемещения и трудоустройства граждан в рамках ЕАЭС. В операционную систему Windows 8 внедрен кыргызский язык. Вы смотрите новости, в студии Александр Крупнов. Здравствуйте. Сегодня президент Алмазбек Атамбаев принял директора Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбека Зилалиева. Глава государства был проинформирован о текущей деятельности агентства, в частности, о проведении геолого-разведочных работ и аукционов на право пользования объектами недр, привлечении инвестиций в горнодобывающую отрасль, а также новом этапе борьбы с коррупцией. Зилалиев также доложил президенту об исполнении взятых на себя обязательств компании-победителям конкурса на право пользования недрами месторождения Джируй и дальнейших планах инвестора по его разработке. Глава государства подчеркнул, что только путем проведения справедливых и прозрачных конкурсов и аукционов на право пользования недрами можно добиться развития горнорудной отрасли и эффективного использования национальных богатств в интересах страны. После ратификации договора о вступлении Кыргызстана в Евразийский экономический союз число кыргызских мигрантов в России увеличится почти на 80 тысяч человек в связи с упрощением порядка трудоустройства. Об этом сегодня заявил на встрече с журналистами заместитель министра труда, миграции и молодежи Алмазбек Асамбаев. По его словам, после того, как договор вступит в силу, трудящиеся смогут находиться без регистрации на территории России до 30 суток. Свыше этого срока им необходимо встать на миграционный учет. Также мигранты должны приниматься на работу без ограничений. Кроме того, наши соотечественники на равных правах будут получать пенсии. Было отмечено, что для кыргызских мигрантов будут отменены патентирование, медицинские заключения, проверка на знание русского языка и истории. Будут признаваться кыргызские дипломы и сертификаты без подтверждения. Граждане и члены их семьи освобождаются от регистрации на 30 дней. Все наши граждане будут, если они работают там, оплачивать социальные выплаты наравне с российскими гражданами и, соответственно, получать медицинское обследование тоже наравне с гражданами стран ЕАЭС. Если же это касается краткосрочных поездок, то граждане должны получать страховой полис, приобретать добровольный, это желательно. Но даже если в случае добровольного полиса у наших граждан не будут, они имеют право на экстренную медицинскую неотложную помощь. Премьер-министр Тимир Сариев провел совещание с министром иностранных дел Эрланом Абдылдаевым и министром труда, миграции и молодежи Айбеком Азаранкуловым. В ходе встречи были обсуждены вопросы миграционной политики, положение трудовых мигрантов в России, а также трудоустройство граждан Кыргызстана за рубежом. По итогам обсуждения премьер поручил Министерству труда, миграции и молодежи провести информационную кампанию о правилах перемещения и трудоустройства граждан в рамках Евразийского экономического союза. В Бишкеке презентована программа ООН под лозунгом «Профилактика правонарушений – наша общая ответственность». По словам авторов, основной задачей программы является обозначение и решение проблем, связанных с профилактикой правонарушений для повышения качества жизни жителей страны. Другими словами, программа включает в себя проведение всесторонней реформы органов милиции, включая набор сотрудников на конкурсной основе, создание участковых отделений милиции, условий для социального партнерства. Планируется привлекать на службу больше женщин и усилить общественный надзор за работой правоохранительных органов. Местное самоуправление, милиция, население собирались и обсуждали вопросы правопорядка в своем населенном пункте для того, чтобы выработать согласованные шаги. Совместные планы, которые мы разработаем вместе с общиной, они должны быть утверждены, мы надеемся, милицией на местах и местным самоуправлением. И где-то в ноябре мы надеемся завершить нашу работу. В операционную систему Windows 8 внедрен кыргызский язык. Программу презентовали на 4-й международной конференции по внедрению информационных технологий при изучении государственного языка. Мероприятие прошло в одном из столичных вузов. Отмечу ранее, Национальная комиссия по госязыку совместно с корпорацией Microsoft перевела на кыргызский язык интерфейс ранних продуктов компании, операционной системы Windows 7, мобильной системы Windows Phone, а также линейки решений Microsoft Office. По словам авторов проекта, установить Windows 8 и другие операционные системы компании на кыргызском языке сможет каждый гражданин на безвозмездной основе, если он пользуется лицензионной версией продуктов корпорации. Перевод интерфейса компьютерной операционной системы на государственный язык позволит решить проблемы кыргызских пользователей, заявила глава рабочей группы Гулира Джумалиева.
Над переводом мы работаем с 2009 года. В прошлом году мы завершили перевод мобильной операционной системы Windows Phone. На очереди интерфейс популярной программы Skype. Также совместно с Нацкомиссией по госязыку проводим работу по внедрению этих программ среди кыргызстанских пользователей. Windows 8 телефон компьютерная команда нет. Именно операционные системы переведены на кыргызский язык. Государственный язык. Такого еще не было. Наш авторский коллектив, наш университет впервые в Кыргызстане разработал на кыргызском языке операционные системы Windows 7, Windows 8. В центре столицы заложена капсула на месте будущего памятника герою Кыргызстана, народному писателю Тугульбаю Судыкбекову. Монумент будет установлен на бульваре Эркиндик на пересечении с проспектом Чуй. Сегодня там собрались потомки, коллеги и почитатели писателя. Символично, что именно сегодня человеку эпохи исполнилось бы 103 года. Ильнура Молдокадырова побывала на мероприятии. Патриарх кыргызского языка, создатель первого национального романа. С этого знаменитого топчана выдающийся писатель смотрел на кыргызские горы, набирался вдохновения и создавал свои произведения. В 1949 году он, единственный из кыргызстанцев, получил Сталинскую премию. Об этом и не только вспоминали участники знакового события. Заложена капсула в основании его первого памятника. Наиболее продвинутое сейчас решение, где он сидит в кресле на писательском своем и задумался о чем-то. В общем, если этот эскиз будет реализован, то здесь будет скульптура сидящего человека, который смотрит на вот эту жизнь, протекающую по этому, да, и размышляет. Истинный патриот Тугульбай Судыкбеков всегда боролся за сохранение кыргызского языка, истории. 14 мая автору романов, повестей, рассказов, очерков, пьес, стихотворений и поэм, прочно вошедших в золотой фонд кыргызской литературы, исполнилось бы 103 года. На этом бульваре пока, кроме памятника Фрунзе, законным памятником является только Жомарт Бокомбаева. Остальные, кыргызча айтканда, жулунуп коюп алышкан. Кто рвался, тот поставил. Широкая известность пришла к писателю после создания романа «Люди наших дней», удостоенного в 1949 году Государственной премии СССР. В произведении отражена жизнь кыргызского народа в годы Великой Отечественной. Далеко за пределами страны известны его романы «Женщины», «Исповедь Букинтая», «Ровесники», переведенные на 18 языков мира. История, она должна передаваться от старшего поколения к младшему поколению. И поэтому, чтобы младшее поколение, чтобы никогда не забывало. Сейчас рассматриваются эскизы памятника. 30 августа будет выбран лучший. И как только завершат работу над монументом, его установят прямо в центре Бишкека. Эльнура Молдокадырова, Алмаз Кариев, Общественный Первый канал. На базе столичной школы гимназии номер 31 открыт кабинет Конфуция, специализированный класс изучения китайского языка. Кабинет снабдят самыми свежими пособиями по языку и мультимедийными технологиями, которые уже подарены учебному заведению. Аудитория оформлена в китайском стиле. Здесь и портрет мудреца, и стенды с его изречениями, китайские картины, а также фотография глав государств Кыргызстана и Китая вместе с руководителями министерств иностранных дел двух стран. Это все поможет учащимся школы с еще большим усердием изучать язык и культуру поднеместной, говорит директор школы Татьяна Амурзакова. На мероприятие приехали министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев и представители посольства Китая. Для гостей была проведена экскурсия по школе. Делегация посетила открытый урок китайского языка, а после в актовом зале состоялся красочный концерт. Наша школа-гимназия уже более 5 лет сотрудничает с Институтом Конфуция при Национальном университете имени Баласагына. И вот в течение 5 лет наши дети показывают очень хороший результат по изучению китайского языка. Неоднократно занимали первые, вторые, третьи места на Олимпиаде. И вот результатом всех наших достижений явилось то, что сегодня у нас открывается класс Конфуция. Наши дети говорят на 5 языках. Это кыргызский, русский, английский, китайский и корейские языки. Каждое третье воскресенье мая в Кыргызстане отмечается День матери. Указ об этом подписан еще в 2012 году президентом Алмазбеком Атамбаевым. Свое решение глава государства аргументировал тем, что необходимо привлечение внимания всего общества и государства к повышению статуса и роли матери, положению семьи в республике.
О роли матери в жизни ребенка расскажет Назира Ахмедова. Учитывая необходимость привлечения внимания всего общества и государства к повышению статуса и роли матери, положению семьи в республике, глава государства учредил День матери. Свою идею президент Алмазбек Атамбаев впервые озвучил в Международный женский день 8 марта в 2012 году. Я всегда мечтал, чтобы этот праздник был и у нас, и скоро, Бог даст, я такой указ подпишу, потому что День матери должен быть. Потому что не было бы матери, но не было бы мира всего, не было бы ни одного народа, и я бы здесь не стоял. День матери отмечают еще в 52 странах – России, Америки, Англии. Но у нас, признаться, до сегодняшнего дня о нем мало кто знал. Все привыкли поздравлять матерей на 8 марта или в день рождения. Теперь же в календаре появился еще один святой праздник. В Кыргызстане проживает около 100 тысяч семей, но за последние 7 лет число разводов увеличилось более чем на треть. Оставшись одни, женщины ищут выход из сложившегося положения. В указе президента как раз и говорится о том, что это будет не только праздник. Согласно документу, государство должно обратить серьезное внимание на вопросы обеспечения безопасного, благополучного материнства, оказания поддержки семье. И это станет одним из приоритетных направлений государственной политики. Необходимо принятие комплексных мер в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и расширения экономических возможностей женщин. Не менее важным является бережное отношение к материнству со стороны всего общества. Прежде всего, искоренение всех форм насилия, раскрытие потенциала женщин как важного ресурса развития для всей страны. День матери – это еще один повод для серьезного разговора о том, для чего вообще нужна нормальная семья в современном Кыргызстане и о том, как защитить детей в случае разлада родителей. Эксперты уверены, от того, что будет делать государство именно в этом направлении, во многом зависит будущее страны. Назира Ахмедова, Алтынхан Бабаев, Общественный, Первый канал. В филармонии накануне состоялся этноконцерт, посвященный Дню матери. В мероприятии приняли участие общественные деятели, многодетные семьи со всей республики. Зрителям были представлены фрагменты состязаний акынов, они могли также насладиться звучанием комуза. На сцене выступили артисты отечественной эстрады, а также талантливые бабушки и матери из 7 областей. День матери – это теплый, добрый, близкий для каждого из нас праздник, потому что из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Именно материнское начало сейчас особенно важно возрождать и культивировать, считают организаторы. Есть праздники, которые могут быть обязательными и необязательными. Но День матери – это обязательный праздник для всех, потому что тем, что мы живем на этом свете, мы обязаны мамам. Завершился турнир по волейболу в селе Кызылордо Карасуйского района. В соревновании участвовали сильнейшие команды региона. Спортивное мероприятие было посвящено памяти известного исполнителя и композитора Алтымыша Кадырова. Днем раньше состоялся турнир среди женских команд. Тему продолжит Усен Кульбаев. В этот день на спортивной площадке села Кызылордо было особенно оживленно. На мероприятие пригласили сборные команды со всех населенных пунктов Карасуйского района. В турнире участвовали 22 волейбольные дружины. Традиционное спортивное мероприятие проводится в районе ежегодно 3-й раз подряд. Без спорта и культуры невозможно дальнейшее развитие страны. Подобные мероприятия являются зеркалом общества. По сравнению с другими турнирами, этот всегда проходит спокойно, без конфликтов. Алтымыш Абайке знают во всем Кыргызстане. Он родился и вырос в этих краях. Мы должны гордиться этим, так как его песни, мелодии остались в памяти людей. Мы не должны забывать об этом. На турнир памяти Алтымыша Кадырова пригласили его 86-летнюю сестру. По словам Шадивана Апа, с детства у него был хороший слух, и брат мог сходу пропеть любую мелодию. Дети брата пошли по стопам отца. Они очень талантливые. Спасибо, что вспоминаете его вот таким образом. Песни 80-х годов Алтымыша Кадырова, Сага, Балалык, Акбура и многие другие остались в сердцах множества его поклонников. Его произведения исполняются и в наши дни. Усен Кульбаев, Нуркыз Абдрахманова, Иркингуль Мамбетакунова, Общественный, Первый канал, Ошская область. И на этом пока все. Оставайтесь на Первом.